популярностью аграриев Республики Татарстан. От сельхозтехники и запчастей до готовой продукции и семян. Гигантские площади Казанэкспо заполнены до отказа. Здесь презентуют новейшие разработки ВПК. На экспозиции 400 компаний из 35 регионов страны. С образцами знакомится Рустам Миниханов. Парки «Авиатор», там база производства, разработки полностью есть. Какие параметры вы следите? Температура, влажность, давление атмосферы, скорость направления ветра. Татарстан – один из лидеров АПК страны. В прошлом году удалось преодолеть 2-миллионный рубеж по надою молока. По этому показателю республика первая в России, вторая по картофелю, в десятке по ряду других показателей. На четверть удалось повысить производительность труда, от которой зависит и зарплата, отметил Марат Зяббаров. За последние 4 года оплата труда на селе выросла на 60%, до 39 тысяч рублей. Но и этих темпов недостаточно, говорит министр. По районам ситуация различается. Даже между соседними разница больше, чем в 1,5 раза. В числе передовиков районы с комплексами Зеленодольский, Тукаевский. Слабо справляются с этой задачей Агрызский, Равнослободский, Апасский, Спасский, Бавлинский районы. В 22-м аграриям республики удалось собрать 5,5 миллионов тонн зерна. Ключевой показатель – индекс производства составил 126%. Сельское хозяйство в нынешних условиях становится одной из ключевых отраслей экономики. А продовольственная безопасность – залог суверенитета страны, подчеркнул Рустам Миниханов. Раис Татарстана отметил, в республике остается высокая импортозависимость по семенам технических культур. Надо развивать свои производственные центры. Необходимо в целом по стране эту тему держать на контроле, и чудеснее будет, необходимо создавать такие центры, чтобы мы не импортировали семена. Здесь тоже нам надо посмотреть. У нас тоже есть Татнисхоз, другие наши возможности. Вместе с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации эту работу надо нам проводить. Особое внимание надо уделить и страхованию урожая, говорит Рустам Миниханов. Сегодня от рисков защищены только 10% посевов. Еще одна важная задача – улучшение плодородия земель. По итогам года удалось в 1,5 раза увеличить количество внесенных удобрений. Для сохранения плодородия нужно провести известкование на 80 тысячах гектарах. Ресурсы есть. Работают 23 карьеры по добыче извести и 28 предприятий Татагрохима. Хозяйством возмещается 50% затрат. В республике порядка 1,4 миллиона гектар кислых почв, где вносимые удобрения работают лишь частично. Это значит, что до 3,5 миллиардов рублей, потраченные на покупку удобрения, закладываются в землю без отдачи. Большая отдача нужна и от животноводства. К примеру, за прошлый год в Дрожжановском и Камско-Устинском районах не закуплено ни одной головы племенного скота, а в 9 районах не реализуется ни одного крупного инвестиционного проекта. В результате только один Купрский район производит молока на 100 гектар. В переводе сельхозводе больше, чем все вышеперечисленные 9 районов вместе взятые. Ну вот это же не просто молоко, это доходы тех людей, которые там работают. В ряде районов закрылись фермы, из-за чего без работы остались целые деревни. Снижение поголовья напрямую влияет на зарплату сельчан, отметил Рустам Миниханов. Низкая зарплата, в свою очередь, не позволяет привлекать в отрасль молодых специалистов. Сейчас доля молодежи в сфере сельского хозяйства меньше 10%. В прошлом году на селе закрепились только 61 выпускник. Хотя мы ежегодно готовим порядка 2000 специалистов для АБК, 2 вуза, 23 СПО. Министерство сельского хозяйства, продовольствия вместе с предприятиями необходимо пересмотреть меры стимулирования для привлечения молодых кадров в сельское хозяйство. Если мы эти вопросы решать не будем, готовь, не готовь, эти специалисты уйдут в другие отрасли. Говорили и о снижении закупочных цен на сырое молоко, которое началось в феврале. Решение проблемы мы видим в заключении долгосрочных контрактов с фиксированной ценой, которая в будущем устроит как переработчика, так и сельхозтоваропроизводителя. В текущем году для стимулирования производства молока предусмотрено 1,3 миллиарда рублей субсидий. В целом же работа агропромышленного комплекса Татарстана признана успешной и на федеральном уровне. Регион занимает лидирующие места как по валовому объему производства сельскохозяйственной продукции, так и по урожайности сельскохозяйственных культур. 5% всех минеральных удобрений в стране применяются именно в вашем субъекте Российской Федерации. Среди задач на этот год – активнее пользоваться программой субсидирования строительства мини-ферм и держать на особом контроле ветеринарную безопасность. В прошлом году в Татарстане выявили 11 очагов африканской чумы свиней. Кроме того, Рустам Миниханов призвал аграриев активнее готовиться к весенне-полевым работам и их традиционным сельхозярмаркам. Они начнут работать 18 марта. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ,
Казань.